Патриоты, активисты, археологи и исследователи сельского поселения Зязиков-Юрт наконец-то обрели свой общий дом. Терский хребет – это центр патриотического воспитания, где теперь смогут собираться все любители отечественной истории, совместные экспедиции, раскопки, исследования, обсуждение теорий, интересные лекции. И это лишь малая часть того, что ожидает участников Терского хребта. Неудивительно, что на его открытие пришло такое количество сельчан. В зале даже негде присесть. Большая часть гостей – это, конечно же, дети, мечтающие примкнуть к Терскому хребту. Я очень рада, что у нас в селе открылся центр Терский хребет, потому что для нас это возможность узнать чуть больше о своей родной земле. Терский хребет – это районный центр, поэтому стать участниками движения могут все дети Малгобекского района. Центр патриотического воспитания молодежи станет площадкой для проведения мероприятий по патриотическому воспитанию, уроков мужества и экскурсий для школьников. Здесь будут работать постоянная выставка оружия времен Великой Отечественной войны. Артефакты, найденные в ходе поисковых работ поисковиками отряда «Малгобек», непосредственно на Терском хребте. Открытие Центра патриотического воспитания – инициатива главы республики. К его созданию подключился поисковый отряд «Малгобек» и местная администрация. Задачи, которые стоят перед центром, это воспитание молодежи, духа патриотизма, чтобы наша молодежь знала историю родного края, историю своей малой родины, историю большой нашей родины, чтобы они могли изучать на примерах героев России, Великой Отечественной войны, героев Кавказской войны, на их примерах воспитывать нашу молодежь, и чтобы они были посвящены в те подвиги, которые совершали наши земляки. И на этих примерах учить себя, готовить себе к взрослой жизни, готовить себе к службе в армии. На базе центра работает и музей военных артефактов памяти поколений. Здесь собрано около сотни экспонатов, найденных во время поисковых работ в Малгобеке. Например, личные вещи солдат фашистской Германии, которые добрались до Ингушетии. Столовые приборы в виде такого компактного набора. Из вилки, спрятанной в ложке, для удобного хранения. Фляги, остатки одежды и даже часы. Особый интерес у собравшихся вызывает и коллекция оружия. Вот этот пулемет тоже найден буквально недавно, месяца 3 назад, наверное. Мы его отреконструировали, он был весь разбит, возле него бойца не было. Скорее всего, выбросили бойцы наши, потому что он был уже не в пригодном состоянии. Еще что у нас тут есть? Вот фляж, вот котелок. Нашли двоих бойцов, они были курсантами с Владикавказского училища, военного училища. Одного установили, имя, фамилию, все, но не можем найти родственников. Подписано колено Жора. Бойцам было на момент смерти, есть база данных, по 17 лет. А вот этот миномет поисковый отряд Малгобека искал 4 года. А нашли совершенно случайно возле кирпичного завода, где раньше проходила линия обороны. Этот миномет батальонный, 82-миллиметровый. Этот миномет также мог использовать немецкие мины, потому что у этого миномета 82 миллиметра калибр, а немецкий 81. Немцы не могли нашими минами стрелять из таких же минометов. Самый главный плюс музея – дети могут не только смотреть и фотографировать экспонаты, но и трогать их своими руками, чтобы еще больше приобщиться к истории сражения в Малгобеке. Естественно, здесь будут и просто кружковцы наши, и школьники нашей местной школы, и не только местной, я думаю, это районный центр, здесь будут школьники всего района. Праздник в Зязиков-Юрте продолжается. Дети поют песни, читают стихотворения. Не растет трава забвения под Малгобекскую горой. 24-й год рождения. Бессмертие год 42-й. А уже завтра Центр патриотического воспитания начнет полноценную работу в рабочем режиме. Альмина Бокова, Магомед Даскиев, Новости 24.